Обзорфимыз взяла шабет Атырску Аюсша. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить один из важнейших вопросов, который имеет отношение к обеспечению безопасности нашего государства и нашего населения. Относительно недавно ко мне обратилась группа наших предпринимателей с инициативой оказания всемирной поддержки государству, вооруженным силам в это непростое складывающееся время. Я бы хотел, чтобы мои слова были восприняты правильно. Я руководствуюсь принципом «предупрежден, значит вооружен». Все, в принципе, у нас нормально. Если вдруг случится так, что ситуация обострится, мы должны быть готовы к этому. Речь идет об этом. Предупрежден, значит вооружен. Нам необходимо в превентивном порядке провести ряд существенных общегосударственных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности. И в этой истории, в этом большом масштабном деле роль бизнеса будет колоссальной. Наверное, вы знаете, за эти 2,5 года, что я работаю в качестве главы государства, видимо, сложилось какое-то впечатление о том, как я отношусь к бизнесу. К людям бизнеса я отношусь с уважением. Пытаемся мы, исходя из наших возможностей, бизнесу создавать условия. Мы прекрасно понимаем, что, собственно, доходная часть бюджета в большинстве своем формируется за счет бизнес-структур. Самые крупные у нас налогоплательщики – это бизнес-структуры, поэтому они формируют, формируете во многом облик нашего современного государства. Абсолютно большинство присутствующих в этой аудитории граждане Абхазии, которые являются большими патриотами. Поэтому, исходя из этого, мы с вами и встретились. Существуют у нас в армии определенные проблемы, в частности материального характера. Есть известное выражение: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Поэтому я думаю, что в очередной раз мы, наверное, должны, прямо слово правильно, подставить плечо, помочь стране, помочь армии на тот случай, если все пойдет по плохому пути, да? Потому что обстановка вокруг нас сложная, я не буду тут никому проводить информацию, все понимают. Я хотел сказать, что, в общем, мы готовы, я надеюсь, что мы все готовы помочь стране в этот момент. Если это мероприятие обошлось в миллиард рублей, здесь такие же цифры, а может даже чуть больше. Это и возможности государства, и возможности нашего бизнес-сообщества. Тут 5 рублями не обойдешься. Будут вопросы, которые мы должны будем решить раз и навсегда. Вопросы, которые 15-20 лет, к ним не надо будет возвращаться. Это инженерное сооружение, фортификационное сооружение и многое-многое другое. Это то, что у нас не делалось в последнее время. Вы должны иметь в виду, что мы тут в этом деле не одни. У нас есть наш стратегический союзник, и мы не можем в этом смысле себе позволить ту часть ответственности, которая ложится на нас, на кого-то перекладывать. Об этом идет речь. Мы вместе, но мы должны делать свою работу. Опять-таки, никаких, все будет нормально, все будет хорошо. Никакие цели
противника достигнуты не будут. Потому что мы это знаем, и мы знаем, как себя вести. Мы эту работу выполним. Вместе с вами. Надеюсь, в нашей с вами среде не будет тех, кто останется безучастным. Я других слов не хочу говорить, потому что у меня нет оснований вам не доверять или говорить другим тоном. Но мы же хорошо друг друга знаем возможности, которыми мы располагаем, вы располагаете. Поэтому, я надеюсь, мы поймем в некоторых вопросах с полуслова друг друга и начнем действовать. Поручение президента Республики Абхазия и в целях предварительной оценки выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Республике Абхазия распоряжением премьер-министра Республики Абхазия 25 сентября создана межведомственная рабочая группа в составе 14 человек. В нее вошли представители Министерства обороны, различных ведомств и депутатов парламента. Наша группа провела ряд мероприятий, в том числе оценку состояния боевой мобилизационной готовности, с посещением воинских частей резерва, совещание в Министерстве обороны и так далее. По результатам этой работы выработаны предварительные рекомендации, на основании которых мы можем говорить о необходимости обращения к бизнес-сообществу для того, чтобы помочь Министерству обороны в решении ряда первичных задач. В частности, первое. Пополнение неприкосновенного запаса медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи. Обучение парамедиков на курсах тактической медицины. Второе. Восполнение современных мобильных средств связи батальонного, ротного, взводного звена. Третье. Приобретение необходимого количества беспилотных летательных аппаратов и организация обучения операторов БПЛА в подразделениях Министерства обороны и специальных сил. Доукомплектование воинских частей современными средствами индивидуальной защиты. Бронежилеты, каски, баллистические очки, тактические перчатки и другое. Пятое. Создание дополнительного складирования резерва полевой формы одежды для личного состава вооруженных сил и резерва, в том числе зимнего обмундирования. Шестое. Приобретение легкового автотранспорта повышенной проходимости типа пикап для обеспечения деятельности мобильных тактических групп. Седьмое. Проведение поэтапного тюнинга автоматического стрелкового вооружения вооруженных сил, приобретение коллиматорных тепловизионных прицелов. Восьмое. Приобретение электрогенераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов управления, узлов связи, складов вооруженных сил и резерва вооруженных сил Республики Абхазия. Должен сказать, что ряд мероприятий уже проводится силами Министерства обороны. Рабочая группа продолжит свою работу и в установленные сроки представит руководству страны очередные предложения по совершенствованию мобилизационной и боевой готовности в Республике Абхазия. Доклад окончен.